on tõdeda, et Birgitta festival jätkub edukalt ja nii jätkab ka Birgitta päevik siinsem elu kajastamist. Festivali lavastusena number 2 jõudis publiku ette imekaunis Giuseppe Verdi ooper Traviata. See lavastus valmis rahvusvahelise Pärnu ooperifestivali Promfest ja Kaunase riikliku ooperiteatri koostöös. Meie käisime siin festivalil ka selle lavaproovis. Ma olen olnud siin laval juba 3 etendusega ja siia on alati tore tulla, sest siin on õhku, siin on see kloostri ajalugu ümberringi, et see on väga inspireeriv koht kahtlemata ja siin on väga tore töötada. Kui me lavakujundusest räägime, siis mis siin rohkem inspireeris? Kas see süžee või ikkagi Giolias Traviata Verdi muusika? Raske öelda, ma arvan, et tegelikult süžee, sellepärast, et see ilukaduvuse teema, mis on Verdil, oli väga oluline selle ooperi kirjutamise ajal, sai minu peamiseks inspiratsiooniallikaks. Verdi ütleb, et see on patune Pariis ja ma olen kuidagi selle tänapäevast patust suurlinna elu üritanud siia lavale kunstniku vahenditega tuua. No, te olete tegelikult seda juba mitu korda näinud seda ooperit, et kuidas ta kõik teie jaoks nagu kõlama on jäänud? Ma räägin just seda lavastust. Mulle tundub see lavastus väga kohane. Anu on leidnud tänapäevase katku kujundi, narkomaania kujul siis. Ja mulle tundub, et see toimib väga hästi, et kui ma vaatan Verdi teksti, siis see narkomaania on seal justkui sees või see viide sellele katkule on seal täiesti olemas. Et mulle tundub see väga kohane lavastus praeguses ajas ja väga huvitav. Виолетта – это мечта каждой певицы, но в таком возрасте это, наверное, все-таки большое счастье. Согласна. Не всегда дается шанс исполнить большую роль, тем более в большом театре. То есть для этого нужен срок, выдержка, какой-то опыт, естественно, сценически большой, достаточно. Но, по сути, героиня, мне кажется, она молодая сама по себе. Поэтому очень жалко, что когда молоденьких девочек играют, все-таки возрастные певицы, наверное. Я думаю, это хороший зачин для развития в дальнейшем, для совершенствования этой партии, роли и большой опыт, который даст рост впоследствии на остальные партии, конечно же. Поэтому я, конечно, очень счастлива. Она не мешает, она только направляет и помогает. Она смотрит, в принципе, на жизнь естественную саму по себе на сцене и только оформляет и поворачивает в нужную сторону. То есть, по сути, проблемы споров каких-то у нас не было. Нам все было понятно. Даже несмотря на такие пикантные подробности в плане, что фигурируют наркотики, очень откровенные костюмы и так далее. Но это все нашло место вот в контексте. Я очень довольна и даже горда нашей работой. Уникальная эта постановка тем, что и в этом фестивале участвуют все молодые певцы, все лауреаты предыдущих конкурсов Клаудии Таев, конкурсов Пярну. И не всегда на сцене найдешь такого молодого Альфреда и такую молодую Виолетту, и такого относительно молодого отца Жоржа Жермона. Поэтому уникальность постановки в том, что в ней задействованы все молодые певцы, подающие надежды, молодые звездочки на оперном небосклоне. Это, конечно, такая жизнерадостная путь. Да, и здесь поэтому и эта постановка мне видится свежей такой, и в которой каждый может что-то найти. Мы пытались в нее для того, чтобы вложить в нее что-то свое, и стараемся это делать для зрителя. Постановка сделана, насколько можно судить, после первого акта как бы современно. И это такой подход, как бы есть такое мнение, что это приближает историю современному человеку. Может быть, зритель почувствует себя ближе событиям, ближе трагедии Травиати,
таком варианте. И мне кажется, что вообще такой подход постановщика как-то делает жанр более продлительным, что мы не ходим в оперу как в музей, а мы ходим в оперу все-таки увидеть какое-то отражение современного мира, современных людей. Anu Lamp lavastajana ei ole ju, ütleme, kutseline muusikateatri lavastaja. Tema tuleb draamateatri poole pealt, ta tuleb nii-öelda värske lehena. Ja minu jaoks oli avastus juba kõigepealt see, et kuidas ta tõepoolest seda avamängu traagikat nagu lahti mõtestab, et ma ei ole kunagi näinud nagu sellist konteksti ja siis veel see, et ütleme, see viimane stseen on nagu kantud sinna algusse. Et seda võib-olla saabki teha inimene, kes ei ole nii-öelda nagu kasvanud selles traditsioonis, vaid kes tuleb värske pilguga.